Конец 2021 года богат на события. Вслед за прошедшими днями Ингушетии в Совете Федерации страны, где приняли постановление о социально-экономическом развитии региона, пришла другая приятная новость, но уже из правительства России. Аэропорту Магаз присвоили статус международного. Очень сложный был процесс. Вы знаете, что этим вопросом на протяжении многих лет мы занимались, то есть решение не принималось. С конца 2019 года мы немного поменяли стратегию, начали заниматься, и при помощи главы республики, при его непосредственной поддержке, непосредственном участии у нас получилось пройти все согласования. Тоже достаточно сложно было, 2 года этими переговорами, вели переговоры, исправляли замечания, на которые нам указывали замечания. И вот, наконец, это свершилось. Присвоение статуса не означает, что здесь и сейчас из аэропорта будут вылетать самолеты международного сообщения. До этого предстоит кропотливая работа. Причем задействованы в этом не только сотрудники аэровокзала, но и другие представители министерств, ведомств и структур, в том числе и федеральных. Необходимо провести работу как с документами, так и техническую по переоборудованию аэровокзала. То есть нужно разделить потоки пассажиров международных и внутренних линий. Ориентировочное время окончания работы – это где-то сентябрь-октябрь 2022 года. Раньше не получится, потому что объем действительно очень большой. То есть нам нужно будет менять и документы, сертификацию проходить, и кроме этого обустраивать пункт пропуска через государственные границы. К этому должны быть готовы также органы государственной власти, то есть надзорные. Это таможня, федеральная таможенная служба, пограничная служба, Роспотребнадзор и Россельхознадзор. Собственно, те службы, которые осуществляют досмотр при пересечении границы. А вот взлетно-посадочная полоса готова принять самолеты международных рейсов хоть сегодня. Она протяженностью в 3 километра и шириной 45 метров. Пропускная способность до 5 аэросудов в час. Это позволяет принимать легкие воздушные судна, вертолеты всех типов и все популярные классы самолетов. Также в распоряжении есть весь транспорт для обслуживания воздушных судов. Технически все готово, аэропорт готов. Технически взлетно-посадочная полоса у нас 3000 на 46 метров. Она готова. Маркировка проведена, заделка трещин проведена. В этом году очень большой объем работы у нас проведен по взлетно-посадочной. У нас хорошая светосистема, Идман, финская светосистема, очень хорошая. Она тоже исправно работает. Облет мы ее провели, проверку ее провели, все исправно, все работает. Маркировка, видите, вся свежая маркировка, она сделана уже по стандартам ИКАО, Международной организации гражданской авиации. То есть у нас все готово. Сейчас, кроме этого, еще Магазский центр по управлению воздушным движением, они проводят у себя реконструкцию, то есть они меняют систему посадки на более современную. У нас стоял СП-80, сейчас ИЛС будет стоять, то есть он лучше. Аэропорт Магаз сегодня сотрудничает с крупнейшими авиакомпаниями страны, которые осуществляют авиасообщение бесперебойно. Воздушная гавань обслуживает 2 постоянных направления – Москва-Шереметьево и Москва-Внуково. В регионе уверены, что присвоение международного статуса повлияет на дальнейшее развитие Ингушетии в сфере туризма, малого и среднего бизнеса. Глава Ингушетии так прокомментировал это событие. Ингушетия давно добивалась присвоения аэропорту Магаз международного статуса. Велась определенная работа, чтобы соответствовать требованиям к аэровокзалу такого уровня. Правительство России дало добро на совершение международных полетов, и это первый этап на пути к окончательному решению вопроса. Потребуется еще полгода, чтобы пройти ряд необходимых процедур. Открытие международных рейсов значительно облегчит поездки жителей Ингушетии и соседних регионов в другие страны. Это также увеличит и пассажиропоток через аэропорт Магаз. Для республики открытие международных рейсов – это важное событие, дающее новые возможности для экономического роста, заявил Махмуд Али Калиматов. Пока еще нет полного списка, какие международные авиасообщения будут налажены в аэропорту, но ясно, какие рейсы запустят в первую очередь. Первым делом мы рассматриваем, конечно, Казахстан, да, потому что и люди просят, и у нас там диаспора большая проживает. И вторым направлением, самое популярное направление во всей России, наверное, это Турция. То есть мы должны смотреть на
то сколько желающих, сколько пассажиров есть, да, на спрос. А спрос порождает предложение. Я знаю, что у нас опыт есть, международные рейсы, мы каждый год практически отправляли в хадж людей, так что проблем в принципе не должно быть, да? Да, по временной схеме мы уже отправляли паломников, а теперь это будет на постоянной основе. То есть теперь нам никто не запретит это делать, и даже на малый хадж, на умру мы тоже сможем организовывать рейсы на малый хадж. Опыт есть, да? Опыт есть, да, я думаю, справимся. Магаз внесен в перечень важнейших аэропортов страны. Занимает второе место по безопасности и обслуживанию пассажиров в округе. Площадь аэропорта 369 гектаров, аэровокзала около 4000 квадратных метров. Всего в авиагавани 5 залов, пропускная способность 150 человек в час. 3 стойки регистрации, также есть молельная, комнаты матери и ребенка, уютные кафе, магазины. На начальном этапе этого должно хватить. Сейчас у нас речь идет о том, чтобы использовать существующий терминал. Ему 20 лет, сравнительно новое здание по сравнению с аэровокзалами других аэропортов Северного Кавказа, сравнительно молодое здание. Ну, естественно, надо будет провести ремонт, реконструкцию. Постараемся не выходить за пределы аэровокзала, но это покажет, конечно, проектирование. То есть по проектированию, по квадратуре посмотрим. Ну, должно хватить. Уже проводили мы уже консультации, неоднократно проводили совещания. То есть приезжали сюда и представители пограничников, таможенников, осматривали, смотрели. То есть пока подтверждают, что возможно это сделать. Конечно, в перспективе, чтобы закончить полностью, то есть мы хотим в дальнейшем построить терминал, дальше аэровокзала, отдельно стоящий терминал для международных полетов. Сегодня в аэропорту работают около 400 сотрудников, в их числе работники авиационной безопасности, организации перевозок, обработки багажа. А впереди новые задачи и цели для модернизации и совершенствования воздушной гавани. Муслим Ганиев, Магомед Дидигов, Новости 24.